Общества. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснах Хабар продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях общественный деятель Алхас Хагушев. Алхас, мы рады тебя видеть вновь в нашей Взаимно. студии. Первый вопрос. Твоя оценка общественной ситуации, общественно-политической ситуации в Абхазии, учитывая наболевший громкий Пицунский процесс? Ну да, бурлит страна, люди как-то активно выражаются, и власть как бы вошла в этот процесс публичного обсуждения. К сожалению, с серьезным опозданием это все происходит, но с другой стороны, не в первый раз что-то подобное мы видим, и не только эта власть, к сожалению, этим грешит, но хорошо, что есть внутренняя воля к тому, чтобы развернуть эту ситуацию в сторону нормального публичного обсуждения. Плохо, что определенная какая-то радикализация происходит, и к сожалению, мы все этим грешим, да, и когда наше мнение не совпадает с чьим-то, то мы, в общем, шашку наголо и готовы, в общем, рубить направо-налево. Не все, конечно, но все же определенная часть общества, особенно записные там какие-нибудь эксперты в соцсетях, многие из них анонимные, да. Я уважаю анонимность, но все же, когда люди как бы такую травлю устраивают или там объявляют чуть ли не полстраны, неважно с какой стороны, там предателями или еще кем-то, это не совсем правильно, мне кажется. Все же тональность должна быть. Вот был эфир на абхазском телевидении, мы каждый раз с удивлением узнаем, что можно же устраивать, почему это нельзя устраивать как бы в постоянном режиме, я не могу понять. То есть разные директора телевидения меняются и так далее, система остается приблизительно одинаковой. И в разное время мне приходилось, мне и многим другим приходилось это отмечать. Мне очень жаль, что, например, такого разговора, который был взвешенный, хороший, очень, содержательный разговор, да, были там острые моменты, понятно, что там людям, которые придерживаются разных позиций там, в таком довольно радикальном виде, им что-то не нравилось. Но мне кажется, мы там увидели обмен мнениями. Да. Но нужно было это делать вовремя. И сейчас не поздно, мне кажется. Ты сказал, что увидел внутреннюю волю к разрешению этого. Мне кажется, в нашем обществе есть... Воля в ком? Да. Я хотел уточнить, потому что все-таки у нас есть политическое руководство, есть общество, есть политические партии оппозиционные, да? То есть в ком ты эту волю больше всего и... Я бы сказал, что в простых гражданах. Потому что в данном случае, власть она выбрала какую-то, странную позицию изначально. То есть, когда они говорят, что они посылали. Я, правда, честно говоря, не в курсе там до тонкости не знаю, но слышал, что и президент озвучил, что они посылали, этот документ в парламент. Но это все как-то, я не совсем понимаю, почему я как гражданин как должен был об этом узнать? Почему я не могу увидеть вот такие же дебаты, которые вот сейчас возможны? Президент отправлял это в прошлый парламент, да. То есть я сейчас не это формально говоря, это был посыл такой, что мы же парламент проинформировали, они были в курсе. И для меня тоже это вопрос, потому что мы, например, с друзьями реагировали на эту историю еще в прошлом году, когда она только появилась, когда этот документ, видимо, и был направлен в парламент еще в прошлый созыв, и тогда стояла гробовая тишина. Я вам скажу, тоже я там с некоторыми ребятами, которые там, точно их провластными никак невозможно назвать, видимо, там оппозиционно настроенные. Они уже сделали заявление и сказали, что... это сейчас. Тогда тоже это было вообще политики, мне кажется, в этой истории, весь политический класс наш в основном, он либо это назвать можно выжидательной позицией, либо какой, вообще всю эту тему раскачали обычные люди, как мне кажется. Общество и так далее. То есть не было такого, чтобы я видел, что прям политики, те же оппозиционные политики, многие, они, уже, мне кажется, они уже подключились к этому процессу.
Потому что поначалу я помню, когда там, не могу сейчас хронологически, не могу отвечать за весь этот порядок, но, по-моему, там тоже собрание пицунское, сказать, что прямо их кто-то завалил поддержкой. Ну, местное собрание. Но они, то, что я могу проанализировать, так как я уже в процессе, ну сказать, да, вот может ты мне тоже подскажешь. Да, хочу отметить, что у нас есть у общества, у гражданского общества была, по крайней мере, такая фобия перед политизацией вопроса. И все хотели как-то отстраниться от политических групп и решить этот вопрос сам на сам. Да? Но как оказалось, что власть посчитала это слабой позицией. И поэтому позволила себе подписать этот документ. Вот подписать этот вопрос. Просто меня в это время меня не было в Абхазии. Я был, и поэтому, честно говоря, какие-то вещи мог упустить. Да, потому что мы беседовали с Пицунским собранием, и они признались, что они до поры до времени, до того, как этот документ уже был подписан в январе, а всплыл он уже, получается, в июне или в июле, они ждали, они надеялись, что не будет подписания соглашения, потому что обращались еще в прошлый парламент, как ты верно заметил, и не хотели политизации вопроса. Есть наверняка, это уже все проговаривают, есть определенное недоверие к политическим группам и так далее. Да, к сожалению. Но сейчас мы уже вышли на тот уровень, когда не до недоверия, когда нужно решать здесь и сейчас такой важный и для многих судьбоносно выглядящий вопрос. И поэтому уже ты не смотришь на политическую ориентацию отдельных партий и так далее, тебе надо решить вопрос. Решить вопрос в пользу государства. И вот я что хотел отметить. Ты сказал, что такие кризисы у нас бывали и так далее. Вот у меня есть ощущение, что этот кризис немного не похож на предыдущий, потому что он разбудил все гражданское общество, все общество. Причем я вижу очень многих ребят, которые во власти, которые против ратификации. И да, они не могут, многие из них, открыто говорить об этом по понятным причинам. Но есть единство во всех слоях, во всех группах. И вот в этом смысле, мне кажется, этот вопрос отличается от многих, которые были до, раскручиваемые, которые были политическими партиями. Как ты думаешь? Ну, хочется надеяться на то, что мы имеем какое-то новое качество, но опять же, я хочу надеяться, что это все не против кого-то, чего-то, а в итоге мы все вместе, и власть, и оппозиция, и наше общество окажемся в выигрыше. Я очень хочу на это надеяться, потому что, то, что благо для нашей страны, оно благо для всех. Мы можем поспорить, мы действительно можем разных мнений придерживаться, но в данном случае я вижу, что вот это была тенденция, какая-то в нашем политическом классе и при прошлой власти, при нынешней, я не знаю, когда точно это началось, но это началось не вчера и не сегодня, что мы начали проговаривать, что мы не можем того. Понимаете, это же прямо удивительно, что ты себя программируешь на то, что ты ни на что не способен. То есть ты себе запрещаешь мечтать, ты себе запрещаешь верить бороться. В свои силы, бороться. Это странно, удивительно, потому что у нас был такой период, когда через «не могу» мы действительно невозможное совершал наш народ. Но это факт. То есть кто-то мог сказать, что когда в 92 году, что мы к 93-му сможем выехать в этом направлении, вряд ли. Понимаете? То есть было много лишений после войны. И как мы пришли к такой установке, что мы безвольные, что мы ничего не можем. И если сейчас, например, я с радостью готов поверить тебе, надеюсь, что этот нерв появился и что мы наконец развернемся сами в другом направлении, как-то больше будем верить в свои силы. С другой стороны, это предложение тоже какое-то было, они затасканы уже, в наш политический класс,
он пытается догонять, да, наше общество. Я вообще считаю, что все эти годы, как бы, к сожалению, мы выдаем большие авансы нашим политикам, всем разных мастей, и они как-то пока, ну, как бы не могут, не состоятельны в этом смысле. То есть те ожидания, которые есть у общества, да, они не дотягивают. Но вот в этой связи плакаты, которые мы с тобой уже частично обсудили до начала записи, и то, что ты говоришь о том, что общество ушло вперед, политики отстают, а власть еще отстает. То есть вот власть отстает. Власть, она вчера она была тоже оппозиция. Да. Понимаете, когда ты власть, ты всегда, ну, как бы там все как бы замораживается. Да. А потом они в оппозицию попадут и опять станут более живыми. Да, вот мы же видим сейчас, как бы некоторые люди, которые бывшую власть представляли, сейчас прямо живчики такие. И ты смотришь, думаешь, блин, а вчера что такое? И вот каждый раз это вот непонятно, что там происходит, но это хорошая, но еще одна инъекция вот против вот этого застоя. Да, против этого застоя. Ну, ребята, которые появились, мы с тобой уже успели их обсудить, это группа инициативная, молодых, которые нашумели. Ну, как мы выяснили, что я там только одного человека из всей этой группы знаю, а ты троих знал. Да, я троих. Ну, да, уже... я действительно, но при том, это ты мне сказал здесь, что я кого-то там знаю. Я вообще не знаю этих ребят. Я увидел фотографии, там что-то, и потом какое-то тоже обсуждение, ну, урывками, честно говоря, ну, нет времени вот там сидеть и как бы любить родину с утра до вечера там в соцсетях, поэтому, ну, вот фрагментарно, ну, для меня, да, это была, с одной стороны, я, ну, рад, что вообще, неважно, нравится вам то, с чем вышли эти молодые ребята или не нравится, ну, мне, например, радостно, что в нашей стране человек может со своим мнением выйти, не бояться, что его кто-то там сгнобит где-то, что его там изобьют, там, я не знаю, посадят и еще что-то сделают, а он может выйти и сказать свое мнение. Ну да, ну вот мы такой народ. Все живущие здесь, там и абхазы, и русские, и армяне, и грузины, и греки, все, кто живет здесь, ну, мне кажется, у нас есть эта такая бацилла вольнодумства. Ну да, мы позволяем себе вольно думать. Ну и вот эти ребята, ну вот они смотрят на ситуацию, ну вышли, ну кому-то не понравилось, кому-то понравилось. Ну, мне, например, показалось, что это искренний посыл этих ребят. Ну что, вышли, сказали, и по этому поводу... Здесь есть какой-то поколенческий, мне кажется, конфликт. То есть люди, которые более старшего поколения, ну им кажется, что вот как бы чего не вышло, вот у них вот эти вот советские фобии, как бы они сидят. Ну, мне кажется, это чуть другое. Мне кажется, здесь больше политические. То есть, когда есть сторонники там, одной позиции, любое проявление... неожиданное, ожидаемое. Ну такая, да, радикализация на два лагеря происходит у нас. Ну вот сейчас как раз об этом я и хочу сказать, что у нас появляется третий лагерь. Вот, да, если так можно сказать, это общество. Людей, которые не за тех, не за этих, которых, честно говоря, и те, и эти уже задрали. И ну мы же все равно здесь как бы при этих делах, и ну вот эти молодые люди смотрели. Я тоже, вот почему я говорю, что я не видел эти лица там на каких-то партийных съездах там оппозиции или власти. Ну, совсем какие-то новые люди. Просто тех, которые там в этой обойме, ну я бы, наверное, кого-то узнал, потому что они там мелькают. Да, и это здорово, что у нас есть молодые люди, которые не озабочены там покупкой какой-нибудь там дорогой тачки, там какими-то шмотками, а у них, ну, есть какие-то нематериальные ценности, которые их интересуют. Ну, мне кажется, это колоссальное достижение для нашей страны. Да. Я рад буду, если завтра тысячи таких молодых людей скажут, что у нас есть мнение, и мы хотим, чтобы нас не лишали выбора. Но это их страна. По большому счету, вот недавно был там эфир, мне очень понравилась вот эта фраза, которую... Тенгиз, очень точно он сказал правильно. То есть это же прям очень, ну, может быть, она там для меня, там для людей моего поколения немножко обидно звучит, или еще более старших. Ну да, ну мне полтинник, слушай. А это молодые люди, это их страна. Притом они могут там тоже разных мнений быть, но это они будут завтра этой страной.
Нас уже не будет, а они будут. И поэтому, если мы будем наше будущее гнобить, ну, блин, это совсем никуда. То есть, ну, нужно как-то... Вот эта вот радикализация, вот это отрицание иного мнения, это самое плохое, что у нас есть. Мы должны это изживать. Но это, к сожалению, и вот все же ты говоришь, это не советское, но я думаю, что это очень советское. В Советском Союзе много чего хорошего тоже, было, да. но вот этот момент, что кто не с нами, тот против нас, да, ну вот эта формула, она очень плохая. Потому что, ну, нет общества. Мы же вот видим, мы сейчас как бы мир открыт. Я почему сказал, что я не считаю это поколенческим, потому что я вижу мнение старшего поколения, других, да, представителей старшего поколения, в том числе у меня в студии там 85-летние, там 80-летние, и они говорят, молодежь, которая написала у них есть будущее. Ну, то есть, если они нашли в себе такое понимание, выражение, да, своих мыслей, то у них есть будущее. Я к тому говорю, поэтому вот я не считаю, что это поколенческое. Мне кажется, что вот более старшего поколения люди как бы, ну, есть такая вот некое ощущение, то есть больше как бы осторожности, да, во всем. Да, вот такие какие-то вещи. То есть больше наше поколение уже позднесоветское, да, так скажем, ну, 20 лет не было, когда война началась, например. Ну, вот эта вся перестройка, вся эта история, она была, ну, вот я в школе учился. И, конечно, я там вот по полной не застал этот советский период, или тем более, когда мы вспоминаем сейчас, очень мало людей осталось, там, сталинские репрессии, но мы-то это все равно помнили, нам взрослые говорили, и, в принципе, ну, я помню, как мне мама рассказывала, как ее там привели там, из гастронома, она шла с газетой Сталина вот, в развороте, пошла за рыбой или за чем-то, не знаю. И продавщица резко ее и к бабушке, и бабушка ее отругала. Ну, вот такие времена были. Да? Но я по таким обрывочным вещам, сейчас я понятно, что при мне никого массово не расстреливали, но мы знаем это. Мы знаем историю Нестора Лакоба, его семьи, и близких, да, и так далее. Да? Абхазская интеллигенция. Мой дедушка, который там был по маме репрессирован. То есть вот, ну, все это было пронизано, и мы понимаем. Ну и сегодня, с другой стороны, конечно, для меня удивительно, что некоторые абхазы, ну, как бы считают, что они вполне себе сталинисты. Ну, то есть, ну, доходит до таких вещей. Ну, в принципе, у нас присутствует, страна, да, плюрализм мнений, но, как бы, да, хоть это удивительно, но даже такие вещи мы должны, ну, как бы, ну, человек должен иметь право на свое мнение. И мы должны приучить себя к тому, что, ну, по любому поводу, еще будет миллион поводов. Мы строим страну, мы, ну, что нам... По меркам, как бы, ну что, новейшая история Абхазии, как бы мы отсчитываем, от чего не отсчитывая, все равно это все ничего. То есть у нас еще большая дорога, и если мы каждый раз при каждом таком кризисе будем половину как бы отбраковывать как предателей, ну, у нас все, у нас никого не останется. То есть это, ну, невозможно. И поэтому я предлагаю тоже противникам вот этой передачи тоже как-то, ну, постараться понять, что, ну, я когда слушаю, например, там, вот Давида Чичича Пилия, да, я понимаю, что, ну, он как бы с позиции человека, как бы, который вот как раз, мне кажется, больше он с такой позиции советского гражданина, да, говорит. Да. И это первый раз, когда я, например, ну, настолько, ну, вот как бы у меня не совпадает мнение с его мнением, но я никогда как бы, я не думаю, что на этой почве мы с ним, например, станем врагами. Ну, просто не думаю, понимаете. Хотя то, что мы как бы говорим, это может радикально отличаться, но мы должны найти в себе силы слышать друг друга. И... Как ты видишь вообще выход из этой ситуации? Потому что ты знаешь и участник, можно сказать, да, многих кризисов. Вот сейчас как выйти? Потому что идет все как будто бы к обычному сценарию. Если будет, понимаете, если бы это был некий локальный вопрос, да, вот, который не привязан к какой-то большей повестке, то это было бы одно отношение. Но мы, в принципе, прекрасно понимаем, и то, что было как бы не таким явным, спасибо вот новому послу российскому, да, который это прямо явным образом проговорил, ну, может быть, не самым дипломатичным и как бы аккуратным языком, ну и слава богу. То есть спасибо за честность, господин посол.
Вот, ну, когда мы видим, что идет привязка там, к каким-то другим вопросам, то это совсем другая нагрузка смысловая. Понимаете, вот если нам говорят, ну вот что там, дача и так далее, и так далее. Я, например, думаю, что если бы этот вопрос был вот так отдельно стоящий, может быть, и такого как бы вот накала не было. Но там сразу возникает вопрос, как нам сказал, ну и это не было дезавуировано, не было как бы опровергнуто, ну то есть мы этим оперируем, что это прямая речь посла. Да? Мы с тобой там не были при встрече, но люди, которые были, они это озвучили, и это не опровергнуто. Значит, так оно и есть. Но я по-другому не могу понять. То есть это же через месяц не опровергаются такие вещи. Вот. То есть это вопрос опять покупки недвижимости, это вопрос там, ну и прочие там всякие вопросы. Активов. Да. То есть, соответственно, у меня возникает глобальный вопрос, как у гражданина страны. То есть за все эти годы мы так и не поняли, но до этого, понимаете, принципиальная разница была такая, что озвучивали это некие местные спикеры, ну или как бы какие-то заезжие эксперты, которые как бы прямой ассоциации там с российской властью не имели. Да. Тоже Сурков, например, ну, из-под воли это делал, но все понимали, откуда как бы ветер дует, ну и вот это вынос этого документа о продаже недвижимости, и все, что с этим тоже был кризис, кстати говоря, ну когда это было, 14-15 год. Ну, не было такого. Сейчас это прямо явно устами посла нам говорят, что да, это наша повестка, мы ее продвигаем, мы считаем, что она должна быть реализована в Абхазии. Отсюда у меня возникает вопрос. То есть, если человек мне говорит, понимаете, ну вот я думаю, что, может быть, там, ну просто я отказываюсь как бы думать, что Аслан Георгиевич Бжанин, всенародно избранный президент, глупее меня. Конечно, он умный, образованный, эрудированный человек. И он, наверное, должен понимать тоже, ну, я не знаю, какие там, может быть, мы наверняка всей картинки не видим, но все же то, что мы видим, ну, это очень сильно нас напрягает. Почему? Потому что мы не видим, какие профиты для нас несет вот эта тема, например, продажи недвижимости. А вот если мы сегодня решаем этот вопрос, оказывается, там, устами друга Абхазии, там, господина Затулина, нам тоже говорят. То есть это не только не один посол, да, сказал, то есть тоже, что вот. А дальше это будет вопрос продажи. А в чем смысл? Вот мне интересно, мы как бы постоянно говорим, да, что у нас есть ну, своя история. И мы проходили эту историю 17%. Да, когда нас гнобили, да, как народ, и говорили, что вы кто такие здесь, когда вас всего здесь 17%. Да? И эта вся история, да, она сейчас как бы не берется в расчет. Почему? Почему мы должны об этом забыть, я не могу понять. И вот эти вещи, то есть это глобально, это фундаментально, это сейчас вот есть такое модное слово, экзистенциональное. Да, это да, так и есть. Это экзистенциально. Это для нас это вопрос быть или не быть. Вот так он стоял когда-то не так давно. И мы не настолько, у нас короткая память, чтобы сегодня мы вдруг сказали, да нет, что вы, мы опять готовы, в принципе, там, в чем-то раствориться. Но нет. И это никуда не уйдет. И для нас это ну, такая довольно, ну, это красная линия. И я не думаю, что ну, хоть для какой-то власти это непонятно. Но я думаю, что, наверное, есть какие-то конструкции, то есть когда ну, ты в процессе, тебе может казаться, что ты можешь, как бы, ну, ты можешь оперировать этими вещами. Но, блин, честно говоря, я считаю, что не нужно в эти опасные игры играть. Это очень опасные игры. То есть мы должны сейчас, и в этой ситуации с этой дачей, то есть, ну, вообще-то удивительно, что вдруг начинаются разговоры, что типа кто-то говорит, что нужно ее отнять. Пусть покажут мне человека, который сказал, что нужно что-то отнять. Но это же, ну, бред какой-то, понимаете? Зачем такой подменой заниматься, да?
Ну, особенно вот эти... Я хотел бы увязать, да. извини, Да. две вещи, которые ты озвучил. Да. Первая вещь — это то, что нас пытаются убедить наши власти, что мы ничего не можем. На этом фоне... Но это не только власти. Да-да-да, но это, в общем-то, вброс да, это все-таки... вброс идет да, активно, да. Мы ничего не можем с одной стороны, это что? А с другой стороны, отдайте вот это все. Да. Это как бы идет в комплексе, две эти вещи. То есть, если бы не было бы первого, да, то и второе от нас не могли бы требовать. Да. И поэтому, мне кажется, вот этот подъем гражданский, общественный, да. он с этим и связан. Общество почувствовало, что есть этот самый экзистенциальный выбор, да, прямо, да, что мы, во-первых, можем, да, мы говорим, что мы можем, и мы не отдадим. Вот, да, то есть как бы и на первый вопрос ответ у нас у общества есть, и на второй у нас есть общество. Теперь нам нужно, чтобы у нас в соратниках была наша власть. Будем как бы объективны, все же, когда ты говоришь общество, да, ну, конечно, понятно, что это не все общество. Да, конечно. Ну, часть, которая... значительная часть общества, мнение которой, да, игнорировать как бы, ну, невозможно. И, кстати говоря, меня прям вот этот пассаж больше всего удивил, и даже как бы я прям очень удивился этому пассажу вот со стороны посла, что когда ему на прямой вопрос, он сказал, что там мнение общественное типа нас особо не волнует. Это было прямо вау. Я подумал, вот мы там обсуждаем там какое-то союзное государство, ну давайте мы обсудим, насколько мы как бы вот атмосфера, да, там скажем, ну, в Абхазии сказать, что ну какой политик может выйти вот тогда и сказать, знаете, плевать я хотел на общественное мнение. Ну, ни один политик, даже человек, который, может быть, так думает, но он побоится. Потому что, ну, вообще-то, никто, я не думаю, что кто-то до таких гениальных мыслей может додуматься из абхазских политиков, потому что они понимают, что они живут в обществе, где такие вещи непозволительны, где, ну, в общем, у нас маленькая страна, маленькое общество, мы все друг друга знаем, многие из нас друг другу родственники, еще кто-то, и мы знаем, кто чем дышит. И вот так, походя, ну, человек явно видно, что он, ну, как бы, ему не знаком местный контекст. Но для меня удивительно, что это говорит посол, ну, который, наверное, как бы, ну, есть какие-то предварительные, да, ну да, есть предварительная какая-то подготовка, чтобы человек, в принципе, понимал, ну, не знаю. Нет, я понимаю, что вот эти самые ребята, которые, ну, как бы, которых здесь у нас тоже критиковали, там, и так далее, по-разному. Ну, я думаю, что там, если мы говорим о союзном там государстве с Белоруссией, с Россией, ну, я скажу, давайте мы спросим. Ну, и, опять же, каждая страна, это пусть она сама разбирается, то есть как люди живут там в какой-то стране. Я лично уважаю их культуру, их мнение, их понимание. Ну, я хочу, чтобы они уважали как бы те подходы, которые, да, у нас есть. Ну, я не думаю, что если бы этих ребят вот взяли бы здесь там дубинками и сразу в автозак, как зайчиков, а потом еще кто-то из этих ребят, там, я не знаю, там из 30 там, и пара человек еще получили какие-нибудь уголовные дела и поехали реальные сроки, и как бы, ну, как-то мне сложно представить, что в Абхазии такое возможно. Это не наша реальность. Ну, я очень надеюсь, что это не наша реальность. Нет, не наша, потому что ну да. Я к тому, что я же, когда увидел эту акцию, я пришел на нее, как раз. Ты не успел, потому что они быстро передвигались, а я тоже попытался быстро. Да, я хотел сказать, ребята, ну как бы, я прямо удивлен приятно, там, типа. Я к чему? И их сопровождали потом представители правоохранительных органов, и в беседе, я с ними беседовал, там, мои ровесники уже, и они сказали, их никто пальцем не тронет. Они сами сказали, что этих ребят никто пальцем не тронет, не то, что там автозаки, дубинки и так далее. У нас другое общество, то, о чем ты сказал, маленькое общество, все друг другу друзья, родственники и так далее. Здесь эти принципы не могут работать.
Ну да, я очень надеюсь, что мы как бы сохраним свое что-то, да. Ну, то есть у нас есть масса, я как бы сам прекрасно знаю, что я не тот, кто идеализирует там наше общество и наши порядки. Ну, у нас есть куча проблем. У нас реально как бы, ну, мы должны изживать много всего, чего там, я не знаю, чего у нас, что-то у нас там, ну, где мы коррупция, да, например, да, там, ну, самое, да, как бы так, на коррупция, поверхности. да, да, там, лицемерие часто. Ну, в общем, с другой стороны, есть какие-то вещи, которые для нас дороги и ценны, и я думаю, что это не должно, до этого никто не должен прикасаться. Но это и есть наша самобытность какая-то. И поэтому, честно говоря, я как-то, ну, осторожно отношусь, я не вполне понимаю себе. Понимаешь, то есть весь наш опыт вхождения куда-то, да, вот мы входили в Советский Союз, нас там понижали, Да, а потом мы стали 17% такими пресловутыми и все такое прочее. Понимаете, ну, как бы, это такой, ну, как бы, сложный такой опыт. Да, я не хочу говорить, что это прямо только вот там все черное или все так не бывает вообще. И вообще, честно говоря, в полемике, когда я вижу, что вот и вот на этой передаче тоже были такие вопросы, типа вот ничего или все. Ну, понятно, при каждой власти делается, ну, немало чего хорошего тоже. Но есть какие-то провальные вещи, которые мы из раза в раз видим. И борьба с коррупцией, которая у нас так не паханное поле, да, или, как говорят, конь не валялся. Да. То есть каждая власть приходит, что-то декларирует, и там уменьшение числа там, госаппарата, на который, собственно, львиная доля на содержание госаппарата. Большая идет, часть бюджета, скажем. Вот, ну, больше в смысле... И той помощи, которая приходит. Да. Ну, это как бы безумие, но мы в этом режиме безумия живем. И тот же, кстати говоря, Аслан Георгиевич, у меня была возможность там общаться с ним, когда он был кандидатом в президенты, еще депутатом. И там он приносил как-то мне программу. Интересно, мы общались. Ну, очень такой человек, ну, во многом разбирается. И он объективно, вот как бы он давал какие-то очень интересные оценки. И он публично это делал. Ну вот сейчас, в очередной раз, как бы, когда ты попадаешь во власть, но оказывается, что это не так легко сделать. Но я не знаю почему. Может быть, вот это, кстати, я предлагаю сделать это темой следующего разговора. Наверное, все-таки вопрос в политической системе. Отсутствие реформы этой политической системы, таких коренных реформ. А вот сегодня, я думаю, что уже можно закруглять нашу беседу. Спасибо тебе за этот обмен, честный обмен. И мне кажется, мы смогли затронуть какие-то важные вещи, которые обсуждаются сейчас в обществе. Надеюсь, ну, мы не пробовали быть там юристом. Ну, я, например, не пробовал быть там юристом, там, не без каких-то правовых оценок. Ну, просто это моя гражданская позиция. Я, например, должен сказать, и вот этим ребятам отдельный месседж хочу сказать: ребята, спасибо большое, что вы есть у нашей страны. Я лично не огорчен. И даже, я бы сказал, рад, что вы такие есть. И вообще я хочу сказать, что молодые люди, которые не мотивированы какими-то политическими группами, а у них есть желание и возможность высказаться, мы в нашей стране имеем возможность это делать. Пользуйтесь этим правом, и я лично буду только счастлив. Я с тобой солидарен. Меня даже немного покритиковали, когда я записал на эфир с ребятами, и мне говорят: ты почему все время улыбался? И я говорю: я не улыбался, я радовался, что я увидел такую молодежь. И это очень был важный такой, знаешь, для меня лично это было важное появление. Это то, что Пицунский процесс показал нам таких ребят, я считаю, что это победа. Уже маленькая победа. Вот. Но не хочу, чтобы мы летали где-то там высоко-высоко. Нам еще многое предстоит нашему обществу, всем его частям делать, для того, чтобы, кстати, в том числе сберечь это чувство, когда ты можешь выйти и высказать свое мнение. Спасибо. Подписывайтесь на Апснахабар, комментируйте нас, делитесь нашими видео.
Предлагайте, кстати, гостей для нашей передачи, мы обязательно с ними свяжемся и позовем. И мы всегда рады полемике. Я всегда люблю, когда есть две стороны. Вот. Но чаще всего так не получается. Но мы, я думаю, что к этому придем. Спасибо, Абзерас.